Я Мирзоев Фатулла, гражданин Таджикистана, Зафарабад. Приехал в Москву, работать частный. Город Долгопрудный, район Хлебникова. В 2015 году, 11 февраля, я приехал в Москву. Воскресенье получается, 27 сентября. Ну, вечером были там. Меня как-то полицейские забрали. Мы там сели, там кола был у нас, пирог там перекусили, хотели домой идти там. Раз пришли, одели наручники, отвезли на УАЗик, отвезли одели, там на калетке, после калетки 11, полдвенадцатого было, отвезли нас Потом начали нас бить Оперы просили от дежурной, да, это нам нужны, Один опер там отвез меня на свои кабинеты. На свои кабинеты отвез, там разговаривал, почему тебе за что тебя поймали. Я начал его как-то говорить, один сразу перешел, сразу у меня был. Тащили на коридору там. Меня были вот здесь как-то, у меня везде черный вот. И ножами вот здесь как-то отрезали. И вот здесь как-то у меня были вот всякие. У меня друг тоже был там, Сатридин, да, его тоже избили, его тоже на углах, углах были коридоры. У меня тоже тащили. А второй один меня повесил, сначала с кожем, рот все сделал, С кожем как-то меня хотел повесить, а другой пришел, сказал, не надо, Потом меня тащили, что там, столом там всяким, и ногами, и руками, везде меня фигали. Нас избили после этого, у нас сказали, у вас будет суд. У нас будет суд, сказали. До часа почти избили у нас, час был, да. Потом отдельно закрыли там, после этого у нас не были, После этого у нас не были. Утром там все спрашивали, сказали, туда надо там подпись поставить, писать надо. Я сказал, туди другой там бумаг. А одно место там зашел, одну кабинет, это опер, который у меня был, это опер меня сказал, что да, это надо пописать. Я сказал, ладно, там буду пописать, Я пописал, остался, да, своей жизнью как-то, да. Они пьяные были вообще. Пьяные были, когда они меня были, да, двое пьяных был, один трезвый. Ну, они как-то воняют от рота, да, как-то, да, видно, похоже, они пьяные. А от которого у меня кабинет тащили, он трезвый был. А когда первые они на меня нападали, они они пьяные были. Двое пьяные были, один как-то трезвый. Ну, который трезвый, не так очень меня сильный был там. Ну, а это двое пьяные, очень меня были там, сильные были. После этого суд там, ездил у нас, 7 часов был там. Суды, У нас дали, сказали, здесь надо пописать. И получили это. Суд даже ничего не спрашивал. У меня синяки видел, там ничего не сказал. Даже 2 минуты там. Вот сели на суда, А что, почему я сказал, вот приехали так. Они больше ничего не спрашивали. И все, 2 бумажки здесь пописали, там бумажки у нас дали. Я смотрю, это у меня уже 5000 штраф. Ничего не было, даже нам не сказали то, что вот это адвокат или что-то там обращайтесь, ничего не сказали. Там один сотрудник полиции был с нами, да, вы можете сказать, суд даже от нас ничего там не спрашивает, то, что мы сказали, вот он ничего не спрашивает. Он сидели и все, нам бумага дали, там, штраф, И друга это Садридина, из спецприема отвезли. 2 жена, 2 дети здесь остались. И избили его тоже, Его тоже избили на это. А потом я вышел домой, ездил электричками, я ездил домой, спал утром, вставал, у меня везде, вот еще как-то, себя перешел немножко как-то. Зайду в туалет, там у меня везде кровь, у меня почки всякие, сокращение мозга, там всякие болит у меня голова.
После этого номер нашел, это Карамат Шарипов, я звонил, он сказал, приезжайте. Вот. У меня 27-го поймали как-то, да, 28-го вечера меня опустили. 28-го вечера. 7 часов меня опустили, я уже пошел, уже вот после обеда как-то, обед был, да, я созвонился, 29-й получается. Меня опустили 28-го, у меня вот сегодня 29-й. Я звонил Карамат Шарипову, он сказал, как-то, приезжайте в офис. Я как-то пишу свои заявления, ну, как-то хотел помощь спросить, да, то, что меня избили ни за что. Это надо решать. По закону их хочу наказали эти уголовники, оперы. Не имеют права меня бить, ни за что. За что меня били? Не имеют права меня просто так отвести, да, у столом или что-то меня избили как-то. Это не вообще, это нереально. По закону это... Я их спросил, вы не имеете права меня бить. Они мне сказали, да, у нас похуй, короче, это для тебя, короче. Они все пьяные. Я сказал, как, это будете ответить, да. Они смеялись на меня, короче, и издевались, и били как-то, то есть там всякие там, короче. Поднял как-то, избились там, столом там, руками там, вот ножами, вот здесь вот, резали меня как-то. А утром там и спрашивали, этот день, короче, другие, почему тебя избили? Опере меня спрашивают другие, да? Когда пересменка была? Пересменка. Почему? Я сказал, вот не за что меня избили. Они сказали, почему, за что? Я сказал, я не знаю, не за что меня вот везде показали лицо. Они так ничего не сказали. Все. Я эти оперы как-то знаю, да, по лицу. Кто я могу их показать, какой опер у меня был, и какой пьяный был, и какой трезвый был. Это день, который меня нападали, меня избили, я могу их знать, я знаю их. Да, Марамат. Хайда Баруси Габзанкям Русок, он Фаман, с Ханой Шмошмоль, да, спецпероники Егоровской махкамасы, фамилиятон Алиев, шахсы Дюймо. Кени Габзани был, Равшани, да, Саати Дуозда, Йоки Озда и Шаб, да, берешь ему чекор, не кади. Я просто работаю, я там работаю, там ребята, после работы я вышел, у меня на рукаву один арбуз была капуста. Потом там эти знакомые там были, они мне сказали, давай пообщаемся немножко. Я сказал, я опоздал, у меня дома там маленький. Мы там минут 10 там поговорили, один тортик покушали, потом хотели попрощаться. Раз, перед этим приехали, вчера воздух. Мы втроем были, один из них сбежал, мы вдвоем остался. Потом нас наручники одевали и забрали отделение. И там уже меня били, там один кипятник меня бил, потом забрал отделение. Там час мы сидим, потом уголовники, там 4 уголовника, 2 из них не били нас, просто немножко помогал, там сидит, посмотрит. И 2 из них пьяные. Пьяные там, мне немножко бороду подвели, мне ругал, там вдвоем мою голову засунули в туалете. Избили, вы чурки, вы гастробайтеры, вы кто здесь, вы никто, вы, нас надо всех убивать, ругал, кто угодно, все сказал, что 2 часа без отказа не были, там все ровные, там все лицо, голову, там все топтали, вообще невозможно. Потом утром дали в суде, мы участковые забрали нас, там это суд. Суд зашел, не спрашивал, что там случилось. Зашел, здравствуйте, что там, вот я начала, сказали, дело закрыть. И потом отправляли мне сюда, вот я здесь, медики мне здесь посмотрели, говорили, жить можно. Я говорю, мне плохо, мне дышать, мне все болеет, я не могу дышать. Ноги мне болеют, мне голову не болеет. Ничего не знаю, там они, что они хотят делать, вот я не знаю, здесь люди тоже живут, даже там некоторые 2-3 месяца. Я не знаю, что у нас такое было. Я никого не насиловал, я не убийца, я не бандит, никого в голову не я, семейный человек, у меня жена, у них 2 ребенка. Где нас поймали, я все знаю, кто меня был, я знаю, все прекрасно. Они были пьяные, они ругали. 2 из них ничего не сказали, там сидит, смеется, прикалывает. И утром даже, когда что случилось, даже утром
извинения, которые били нас, но они даже ничего не сказали, и наоборот прикалывали, сказали, что хоть что делал. Я говорю, короче, я на суд подал. Давай сейчас тогда я обсуждаю, потому что есть заявление первого гражданина и ваше заявление будем рассматривать. А начальнику спецприемнику передайте, что звонил Карамат Шарипов. Он знает меня. Егоровский спецприемник. Там на днях были двое из граждан, отец и сын, отправлены в Таджикистан. По отношению к ним предприняли меры другие правоохранительные органы России. Они также были избитыми, там подбросились им, соответственно, брошюры и отправили в Таджикистан. Да, мы сейчас обсудим сейчас я выскажу свою точку зрения. И уже на сайте Тадж Мигрант, соответственно, есть данное письмо, есть видеосюжет вашего товарища, который из Мирзоева. Ваш сейчас вот аудиозапись мы записали, будем сейчас стараться, чтобы разместить в других интернет-сети. В общем, будем сейчас предпринимать меры. Вы будете готовы к тому, что в любое время к вам зайдут представители правоохранительных органов российского государства. Мы сейчас будем, скорее всего, встречаться с начальником полиции Долгопрудного. И найдем этих сволочей, которые там называют, прикрывая свои погонами, своей безнаказанности и свои превышения власти. Значит, так нельзя оставлять. Так нельзя оставлять, потому что здесь сейчас и посольство Таджикистана немножечко мере предпримет. Ну, вообще-то в таких случаях государство Таджикистана обязано предпринимать ноты на уровне Министерства иностранных дел. Но будем спрашивать, будем просить, значит, люди, которые сегодня надеются, что будут с таджикской нацией, значит, а в дальнейшем как нам здесь существовать, хорошо? Давайте, будем на связи, вот телефон запиши, звони мне в любое время. Связи, да. Я с вашей женой разговаривал, она мне говорила, что там она видела своими глазами, как и видела избитого мужа. Это все происходило внутри отдела, значит, да. А вы требуете начальника спецприемника, что вас обязательно сейчас отправили на медобследование, происходящее сегодня. Еще раз доказывает факт безнаказанность представителей правоохранительных органов российского государства, часто которые совершают по отношению граждан Таджикистана в российское государство в качестве иммигрантов насилие. Избиение граждан, уничтожение внутри отдела ОВД Долгопрудного. Можно говорить в открытой форме без руководителя самого этого отдела или без начальника отдела не происходит. Если происходит, тогда они просто-напросто, это не рядовых сотрудников полиции, подставили своего руководителя. Посмотрите, что происходило внутри, значит. Сначала избиение, пользование других, значит, предметов, в том числе избиение граждан на втором этаже. Последующее посмотрите, значит, использование ножей со стороны представителей правоохранительных органов по отношению к гражданам Таджикистана. Буквально сбрили бороду не ножницами, не лезвием, именно тупым, значит, предметами. Последующее, смотрите, на следующий день происходит. Приезжает жена, значит, одного из пострадавших. И здесь она требует встретиться с руководителем, точнее с начальником МВД, запрещает. Последующее посмотрите, что происходит. Суд однозначно решение принимает, тот, который значит, больше избить, практически не в состоянии, отправляет спецприемник. При участии принимает в этом преступной деятельности начальник спецприемника, значит, Егоровского. Потому что он не должен был принимать, поскольку при таком состоянии, значит, данного гражданина он должен был отправить его в дальнейший курс лечения. Вот это все еще раз нам говорят, что граждане Таджикистана длительное время, больше 2 десятилетия находятся в таком же положении. И есть и другие факты, где происходили в Солнечногорске. Ну, фактов очень много. А что делать? Что делать сегодня? Вот я посмотрю, что здесь наше письмо, скорее всего, будет направлено на уровень посольства Таджикистана, чтобы срочно, значит, принят вопрос, связанный с нотой межгосударственный уровень. Если это все оставить так, и так доверия нет со стороны простых людей к государству, к руководителям государства Таджикистана. Много очень вопросов происходит. Каким образом постоянно вот этих называемых унижения, оскорбления, избиений по отношению к гражданам Таджикистана. Это, скорее всего, еще раз
можно отметить, что это связано с незащищенными нашими гражданами, их права на уровне дипломатических представителей иммиграционной службы Таджикистана в России. А другого пути нет. Вот обратно получается, эти граждане обращаются к нам. Значит, поэтому получается сегодня общероссийское общественное движение буквально имеет ту базу, которую сегодня можно отправить и последующие в различных органах государственной России для принятия мер по отношению нерадивых своих сотрудников правоохранительных органов, которые они действиями опозорят лицо или говорит, честь сотрудников полиции или сотрудников других силовых структур российского государства. Ну, мы готовы к тому, что в ближайшее время, может быть, это в крайнем случае в субботу собрать совет, консультативный совет при общероссийское общественное движение, обсудить и одновременно попрошу, что все лица, которые значит, здравомыслящие людям, принимают участие для принятия ряда решений. Потому что поток граждан у нас в Таджикистане не уменьшается, а увеличится, потому что многие из них приезжают с надеждой, что на территории России как братские государства найти возможность работать. Ну, а последствиях они не думают. Но последствия мы видим, что происходит. Это, соответственно, вот подобие значит, механизм, который используют сотрудников правоохранительных органов. В результате мы видим, что граждане не могут требовать свои значит, права защищать на уровне судебной системы российского государства.